Главные события уходящей пятницы, 19 декабря, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Второй час продолжается прямая линия президента. Экономика, образование, культура. Вот лишь ряд вопросов, на которые уже ответил Владимир Путин. Среди прозвучавших вопрос от Якутии. Ну а в республику тем временем прибыл первый замруководителя администрации президента России Сергей Фурсенко. Узнаем подробности визита. Изготовление одежды, закупка предметов первой необходимости, лекарств – лишь малая часть того, какую поддержку оказывает жительница поселка Лебединого бойцам СВО. Сила якутских трав в косметической продукции. Ученые СВФУ создают местные уходовые гипоаллергенные средства. В спорткомплексе Дахсун развернулась выставка «Спортэкспо» своего рода итоги спортивного года республики. Уже более 2 часов президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в ходе традиционной прямой линии. Их, к слову, к эфиру поступило порядка 3 миллионов. Темы самые разные, которые волнуют всю страну. Экономика, образование, рост цен и ЖКХ. Отдельное внимание уделили киберпреступлениям. По словам российского лидера, меры по борьбе с мошенниками сработали. Многое можно и нужно сделать по этому направлению. В целом, однако, результат положительный. Количество преступлений сократилось на 7%. А ущерб на 33%. Хотел бы обратиться к гражданам страны. Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому как только с вами, кто бы то ни было, и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. К слову, в зале гостиного двора собралось порядка 6 тысяч журналистов со всей страны. Среди них и наши якутские коллеги. Мой коллега Олег Колесов уже задал свой вопрос главе государства. Вот как он прозвучал. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Олег Колесов, НВК «Саха». Мы представляем самую холодную точку мира Якутию. Сейчас у нас в данное время температура воздуха достигает минус 50 градусов. Как вы знаете, в суровом климате особо ценится тепло и единство. 2026 год объявлен вами годом единения народов России. И мы все знаем, что сейчас вот единство – это очень ярко видно, что специальные военные операции. Я как военный корреспондент не послышке знаю, что наши бойцы за Родину сражаются плечо к плечу, независимо от национальности, вероисповеданий, и они носят шеврон «Я русский, Бог с нами». Несмотря на национальности, какой шеврон вы бы одели в год единения народов? И продолжая тему единства в культуре, в следующем году у нас в Якутске откроется уникальный отеческий центр эпоса и искусств и новое здание Высшей школы музыки, которое строится по поручению вашему сейчас. И, пользуясь случаем, мы хотим пригласить вас и на их открытие. Также Якутия славится кино, и сейчас готовится фильм о герое России Андрее Григорьеве Туте, позывной Тута, да, и мы будем ждать от вас поддержки в дальнейшем фильма, съемках и прокате фильма. И какие меры будут предприняты поддержки народов России в год единения народов? Спасибо. Якутия вообще хорошо развивается, активно, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дают таких, которым поискать во всем мире, наверное, нет, ответил президент. Путин подчеркнул, государство проводит целенаправленную политику поддержки культуры и языков народов России, и эта цитата делается и в школах, и в средствах массовой информации, и в литературе.
Что касается поддержки народов, мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России. И это делается и в школах, в средствах массовой информации, в литературе. Но вот вы сейчас сказали о направлениях, различных направлениях деятельности в Якутии. Якутский народ очень талантливый. И не случайно там эта школа музыки появляется. Я часто вспоминаю свою первую поездку, когда пришел вот в такую школу музыки. Сейчас она развивается, когда маленькие дети, собранные со всех маленьких даже населенных пунктов республики, занимались творчеством. И кинематография тоже развивается в Якутии здорово. Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается. Но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать. Во всем мире, наверное, нет. И вот фильм, о котором вы сказали, значит, конечно, поддержим, сделаем все для проката и так далее. В Якутию тем временем прибыл первый замруководителя администрации президента России Сергей Фурсенко. В столице он встретился с главой региона Айсеном Николаевым. После обсудит с членами правительства региона и руководителями промышленных компаний взаимодействие с благотворительным фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» в рамках подписанного ранее соглашения. Спикеры поднимут вопрос оказания медпомощи участникам специальной военной операции с частичной или полной утратой подвижности. 20 декабря Фурсенко посетит бал чемпионов. В ходе мероприятия будет принята хартия этики российского спортсмена, собравшая 9 пунктов морально-нравственных принципов для всего спортивного сообщества страны. Документ подчеркивает честность, патриотизм, уважение к соперникам и традиции. Также мы обсуждали вопросы, связанные с реабилитацией ребят, вернувшихся с СВО. На ранних стадиях реабилитации у нас на Егоре Драйв проводится школа картинга для лиц с ограниченными возможностями. И совершенно фантастические результаты, связанные с этим. Ребята возвращаются к нормальной жизни, психологически реабилитируются, но и не только психологически, но и физически. Изготовление одежды, закупка предметов первой необходимости, лекарств, участие в благотворительных акциях. Жительницы поселка Лебединово Алданского района стремятся оказать военнослужащим СВО разного рода поддержку. Одно из направлений – это плетение сетей. Чем ценна добровольная деятельность у жен, матерей и бабушек, узнали наши корреспонденты. В клуб поселка Лебединово матери, бабушки и жены приходят утром. Здесь они изготавливают маскировочные сети для военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации. Производственный процесс идет бесперебойно. На специальном станке ленты нарезаются буквально за минуту. Две мастерицы делают заготовки необходимой длины. Большая часть бригады работает на плетении полотна. Сети мы начали плести в марте 2023 года. У нас была маленечко другая техника плетения сетей. Нам сразу же, мы, наверное, поплели месяца два, и житель поселка Лебединый Захаров Сергей Васильевич сделал нам станок для резки тканей, что очень облегчило наш труд. Татьяна Кураленя работает в детском саду Лебединово инструктором по гигиеническому воспитанию. Вторник и четверг у Татьяны Дмитриевны свободны, и в эти дни она с утра идет в клуб. Что побудило меня? Это просто материнская боль за наших парней. Я говорю, у меня на СВО был племянник, который по ранению был мобилизован, и сейчас уже находится дома. Изготовленными сетями можно укрыть технику любых размеров. Между собой полотна связываются. В случае разрыва сеть можно починить. Земляки-бойцы, а с ними жительницы Лебединого постоянно поддерживают связь, отмечают, что изделия получаются надежными и прочными. Они все время говорят, девчонки, они очень нам помогают. Помогают везде, говорит, и в тылу помогают. И когда идем в наступление, и прикрываем мы технику, говорит, ими. Отправки грузов с гуманитарной помощью от жителей поселка Лебединово осуществляется через Алданский волонтерский центр «За нас». Взаимодействие с центром ведется по разным направлениям. Я бы хотела отметить лебединцев как очень ответственных товарищей. Они так замечательно плетут сети, регулярно, постоянно.
и очень качественная. Вот уходит машина, последние прям вот денечки, и надо бы еще вот сюда добавить, и вот сюда добавить этим бойцам. И всегда раз позвонишь, Светлана Сергеевна, да, привезем 2 сети, или сколько там вот они приготовили. Женщины стремятся оказать бойцам различную поддержку. Они изготавливают одежду, делают закупки, присоединяются к благотворительным акциям и участвуют в гуманитарных сборах. Жители Лебединова убеждены, поддержка российских военнослужащих – единая задача для всех нас. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Лебединый. Серебряные волонтеры Якутии отметили сразу 2 юбилея: 15 лет со дня запуска проекта «Единение» и 5 лет движению волонтеров республики. Торжественное мероприятие объединило активистов старшего поколения и партнеров инициативы. За годы работы волонтеры реализовали десятки социальных и благотворительных проектов, став примером активного долголетия. В рамках праздника самых активных участников движения наградили благодарственными письмами и памятными наградами. Юбилей стал не только поводом подвести итоги, но и стартом для новых добровольческих инициатив. Мы зарегистрировались в Добро.ру и стали серебряными волонтерами, частью регионом такого большого движения, как серебряные волонтеры России, молодой душой. И работаем с 20 регионами России в тесном контакте. Это мы выходим по новейшей технологии, значит, по Zoom связи, по телемосту, обмениваемся опытом работы, проводим разные игры для развития моторики, да? Сила якутских трав в косметической продукции. Ученые СВФУ создают местные уходовые гипоаллергенные средства. Об особенностях разработки узнавала Вероника Таюрская. Лаборатория по разработке нутрицептики и косметики на базе СВФУ стала местом, где якутские травы становятся частью науки. Ученые Института естественных наук разработали уникальные рецепты для создания линейки уходовой косметики. За год были созданы дневной и ночной крема, восковые крема для массажа и суставов, сыворотка для лица и бальзам для губ. Решили работать тоже в этом направлении, да, и изучать, собственно, пчелы, их продукции, которые они также параллельно помимо меда выделяют. Это воска, хитозан, который мы можем также тоже получить из мертвых пчел, так называемый подмород, да, и делая вытяжки, решили помимо того, что изучить состав, сделать различные продукции именно из этих вот компонентов. Косметические продукты включают в себя известные всем компоненты – воск, календула, можжевельник, веронику седую, мох и другие. Как правило, сезон заготовки начинается весной и продолжается до середины осени. В зимний период же работа кипит непосредственно в лаборатории, где, собственно, и проходит весь процесс создания. Это у нас делается гидролаты от растений, далее переработка воска, сушка подмора и так далее. Потом уже готовое сырье мы начинаем соединять в лаборатории в чистой зоне. Мед у нас в республике считается разнотравным. У нас нету монофлёрного меда, потому что растения у нас очень насыщенные, разнообразные. Сейчас ученые трудятся над созданием новых продуктов. В их состав помимо традиционных компонентов войдут и новые травы, произрастающие на территории Якутии. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Выставка кукол к Новому году оживила героев из сказок нашего детства. В Якутске стартовала республиканская выставка «Бал Снежной долины». Это уже 8-й по счету фестиваль, он будет радовать посетителей до 18 января. В этом году впервые в рамках выставки прошло костюмированное дефиле, где кукольники со всей республики продемонстрировали парные костюмы со своими творениями, которые воссоздали образы легендарных персонажей из сказок, фильмов и литературы. Бал Снежной долины уже, как я сказала, проходит 8-й раз. Это очень долгожданное мероприятие для членов Союза кукольников, для горожан и гостей республики. В этом году наша тема посвящена героям Союз мультфильма. Союзу мультфильма будет в будущем году 90 лет. И наши мастера-кукольники изготовили работу по героям Союз мультфильма.
В спорткомплексе «Дахсун» развернулась выставка «Спортэкспо». Мероприятие проходит в рамках итоговых мероприятий Министерства по физической культуре и спорту. Подробности в сюжете далее. На выставочной площадке представлена профессиональная спортивная экипировка для различных видов спорта. Посетители могли познакомиться с современным инвентарем, а также приобрести форму и оборудование. Здесь собрались все работники сферы спорта. Вот. Я встретил много друзей, которые тоже являются директорами ДЮСШ, заместителями директоров ДЮСШ. Да? И это очень нас всех сплочает. В общем, спорт всегда был посолом мира. Одним из центральных событий «Спортэкспо» стал турнир по многоборью ГТО. Участники соревновались в выполнении нормативов комплекса, демонстрируя силу, выносливость и уровень физической подготовки. Очень сильно развивается многоборье ГТО в республике. Работает 4 клуба. Занимается порядка 1000 человек. И очень сильно развивается в нашей республике. И ребята занимаются и профессионально, и любительски. Такие мероприятия развивают спорт нашей республики. Хотелось бы, чтобы еще было больше таких мероприятий, и чтобы многие присоединились. В рамках выставки также отметили тех, кто внес вклад в развитие физической культуры и спорта в республике. Следующий год у нас очень тоже будет насыщенно. Мы в следующем году тоже проведем крупные спортивные мероприятия. Это у нас спартакиада по адаптивным видам спорта, спартакиада трудовых коллективов, профсоюзов. Да, это тоже очень крупные спортивные мероприятия. Мы проведем чемпионат России по стрельбе из лука. Ну и также мы должны провести юбилейные мероприятия. Работа выставки «Спортэкспо» продлится до 20 декабря, а также в Якутске состоится бал чемпионов. Торжественное событие, на котором будут чествовать лучших спортсменов региона. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутской кадетской школе прошли финальные военно-спортивные игры «Снежный барс». Здесь соревнуются сильнейшие команды, отобранные на районных турнирах. Подробности мероприятия в материале Лилии Бурцевой. Участники продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах, включая сборку и разборку автоматов, пулевую стрельбу и полосу препятствий. Они показали не только отличную физическую подготовку, но и высокий уровень командной сплоченности. В каждом регионе, в каждом муниципальном образовании проходит муниципальный отбор игр «Снежный барс», где ребята демонстрируют свою строевую выучку, свои навыки разборки, сборки автоматов, других прикладных навыках. И уже после этого они только получают право приехать на республиканский этап. На протяжении всего года в 11 районах Якутии проходили военно-спортивные игры среди школьных и муниципальных команд. В результате этих соревнований были отобраны сильнейшие представители, которые сейчас борются за звание лучших. Для нас «Снежный барс» — это очень такое достойное соревнование, к которому мы стремились очень долго. Занимали 2 призовых места и так хотим первое место занять. Здесь пришли, увидели, что есть более сильные соперники. Конечно, каждый хочет победить, и пусть победит сильнейший. Гости и зрители высоко оценили уровень подготовки учащихся и качество выполнения испытаний. В любом случае, какая бы подготовка ни была, это есть подготовка в любом случае. Она им в жизни гораздо пригодится, гораздо больше. Во-первых, они приобретут то, что такое братство на самом деле. Самое главное. Военно-патриотические игры проходят уже в 26-й раз. Соревнования впервые состоялись в 2000 году и с тех пор стали неотъемлемой частью спортивной традиции кадетского движения в регионе. Лилия Бурцева, Нюргун Старостин, Якутск. В Нерюнгри прошли городские соревнования по спортивному страйкболу. Команды сошлись в играх 4×4. О формате турнира и его участниках подробности у наших коллег. В Нерюнгри спортивное направление страйкбола продолжает набирать обороты. В очередном турнире этого года приняли участие команды страйкбольного клуба «Импакт» и команда юнармейцев. Команды неплохо сыграли. У нас участвовала команда юнармейцев и 2 команды, соответственно, клуба. Команды клуба, поделить между собой, там почти все игроки ездили как раз на вышесказанный Евразия Песцов Кап, и здесь мы оттачивали свои умения. Но при этом, при всем, каждая команда показала что-то новое, что-то интересное. Команда юниоров местами удивляла.
Команды более опытные, некоторые игроки в том числе немножко, скажем так, разочаровали, но все равно команды показывали свои навыки, свое мастерство, которое нарабатывают на протяжении всех тренировок. Все команды показали интересную игру и желание победить. Получилось яркое и динамичное мероприятие. А главное, все получили удовольствие от соревнований. Сложно было. Мы даже немного не ожидали, так сказать, по крайней мере, я того наплыва, так сказать, чувств, эмоций, особенно когда только вот вышел, и все, сразу в глазах начинается рябь, сердце бьется, и знаешь, что нужно просто идти и побеждать. Немного себя проявила в хорошем свете команда, так сказать, юниоров, если их можно так назвать, карандаши. Неожиданно во втором раунде, во втором круге они себя прям проявили, выиграли более-менее таких вот уверенных в себе ребят, но победили в итоге мы, более уверенные. По итогам соревнований лучшими стали игроки команды Impact Mix, показав слаженные действия и, как следствие, лучший результат. Спортсмены уже с нетерпением ждут следующих соревнований. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске тем временем дали старт командному чемпионату республики по пулевой стрельбе. Состязания пройдут по двум видам – стрельба из пистолета и винтовки. Итоги подведут 21 декабря. Победители пройдут отбор в сборную республики, представят наш регион на 3 крупных стартах страны, чемпионате и первенствах России. За это право поборются 114 спортсменов из 22 команд, самыми перспективными из которых эксперты называют команды из Сунтарского и Чурапчинского районов, а также из Якутска. Впрочем, предугадать результаты довольно сложно. Это Готовцева Алина, Готовцева Аина и Гоголева Наина. Они эти пистолетчики, а с винтовки Яковлев Николай и Ераскумова Даяна. Это свидетельствует о том, что это работа тренеров уже на высшем уровне достигла. Тем временем в Айхале к Новому году готовятся как к большому и важному делу, общему для всех. Не только Дед Мороз со Снегурочкой отвечают за праздник в этом году, кто настоящие волшебники и как создается ни на что не похожая новогодняя атмосфера, знает Алена Боровкова. Холодные брызги, снег и десяток метров пожарного рукава – вот ударные единицы этих предпраздничных дней. Задача спасателей – превратить деревянный каркас горки в ледяную трассу. И это не пожарное учение, а миссия по созданию праздника для маленьких айхальцев. Зимний аттракцион на центральной площади возводят в считанные часы. Подготовка к Новому году в поселке началась с торжественной ноты. Украшением соборной площади стала аллея правнуков Победы, где установленные ко Дню Героев Отечества светящиеся деревья и звезда теперь создают предпраздничную атмосферу. Это не просто светодиодные конструкции, а это символ преемственности поколений, именно наши дети, которым предстоит сохранить, передать историческую правду о подвиге нашего народа и о подвиге наших героев. Праздничное убранство постепенно охватывает и другие уголки Айхала. Елка, Дед Мороз и Снегурочка и фотозона с главным символом нового 2026 года украсили здание аптеки. Фасад расцвел красками праздника. К Новому году подготовились основательно, добавили праздничную иллюминацию. 3 белоснежные фигуры оленей органично вписались в пейзаж парка здоровья. Кажется, будто только что вышли из лесной чащи на огни поселка. И теперь у них новая миссия – не тянуть сани Деда Мороза, а дарить новогоднее настроение каждому, кто сделает с ними кадр на память. Не осталось в стороне и предприятие тепловодоснабжения, включившись в предпраздничную суету. Гирлянды и сверкающие композиции украсили входную группу. Марина Миронова вносит последние штрихи. Готовит участок к конкурсу на лучшее праздничное оформление. Наш конкурс проходит среди участков Айхальского отделения. Подведение итогов будет 23 числа. Сейчас все готовятся к конкурсу, украшают, кто как может. Мы, конечно же, рассчитываем на призовые какие-то места.
Стремление сделать поселок ярче и уютнее в канун праздника объединяет айхальцев. В новогоднюю ночь жители Айхала не увидят салют, но это не значит, что небо над поселком останется темным. Его озарит тысячами огней праздничная иллюминация. Ведь главное волшебство не в хлопушках, а в общем ожидании чуда, которое уже витает в морозном айхальском воздухе. Алена Боровкова, медиакомпания «Алмазный край». Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.